Доброе утро! Телеканал Якутия-24 НВК Саха приветствует всех наших утренних телезрителей, кто сейчас находится по ту сторону экрана. Мы приветствуем всех, передаем всем пламенный привет, ну и, конечно, призываем всех проснуться вместе с нами в прямом эфире программы «Утро Якутии». И с вами я, Дарья Анкехова. Ну что, как всегда, в ближайший час интересная информация, полезные новости, наши любимые рубрики, ну и, конечно, очень яркие, интересные гости. Поэтому оставайтесь с нами, я думаю, вам будет интересно. Напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире, но если вдруг вы пропустили что-то, либо хотите, возможно, задать свой вопрос или стать участником нашей программы, вы можете смело отправить свое сообщение на наш активный телеграм-канал, который вы видите прямо сейчас на вашем экране. Отсканируйте QR-код, подпишитесь, добавляемся в нашу утреннюю команду и, собственно, возможно, совсем скоро рядом со мной окажется кто-то из вас, либо интересная вами тема будет озвучена в прямом эфире. Будьте активны, присоединяемся к нам. Ну, а сейчас давайте обсудим некоторые новости, которые произошли в Якутске и за нашим пределом нашего города, пока мы спали. Итак, в алмазной столице впервые будет представлена передвижная выставка «Метафизика женского искусства Якутии». Это яркая концептуальная выставка от Союза художников Якутии, которая позволит увидеть произведения женщин из ведущего коллектива художников на Дальнем Востоке. В экспозицию вошли работы 19 авторов. Это всего 37 работ вместе с единицами из фонда картинной галереи. Далее выставка будет представлена в Якутске. Еще одна очень яркая новость, но уже из мира красоты. Я думаю, многие из вас слышали о ней вчера, но, возможно, кто-то из вас узнает об этом только сейчас. Итак, стюардесса из Якутии Марина Докторова завоевала титул на международном конкурсе «Топ-стюардесс 2024». В Москве прошел финал международного конкурса, где приняли участие 35 финалисток. И наша Марина завоевала титул «Мисс зрительских симпатий». По результатам голосования якутянка заняла второе место. Вся республика переживала, конечно, голосовали, и вот награда нашла своего героя. Мы поздравляем Марину с таким замечательным титулом. Движемся далее. А сейчас давайте посмотрим на видео. У метро Василия Островского в Санкт-Петербурге заметили за игрой на скрипке очень талантливую бабушку. Давайте вместе восхитимся ее игрой. Замечательная бабушка. Мне кажется, побольше бы таких вот людей на улицах нашего города, и настроение бы у жителей поднималось однозначно. Ну а сейчас перейдем к новости, на которую мы наткнулись буквально недавно. В различных сетях распространилось некое объявление об очень интересных услугах, и расценки там тоже удивительные. Сейчас мы вам покажем, о чем идет речь. Итак, посмотрите. А сегодня, оказывается, можно обсудить насущное за 500 рублей. Можно рассказать грустные истории кому-то за 1100 рублей. Поплакать жилетку будет стоить 1300. Поплакать все вместе будет стоить 2200. Подушнить о высоком за 300 можно. Ну, самое интересное, что предлагают скидки даже. Очень интересно, то есть одиноким бабушкам 10% скидка. Я не знаю, шутка это или нет, но я точно знаю, что в центральных городах это давно практикуется. То есть можно вызвать человека и вот так с ним по душам поговорить, поплакаться, рассказать о своих проблемах, ну и потом, собственно, заплатить за это. Конечно, это такой очень спорный вопрос, но почему бы и нет? Если есть спрос, значит, есть предложение. Ну а что, мы движемся далее, и сейчас давайте узнаем, какая же у нас погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 11 градусов. В заречной группе 6-11 ниже 0. В южных 7-10 градусов мороза. В Вилюйской группе 11-16, Нижнеленских 8-20 ниже 0. В западных до минус 13. В Колымендигирской группе Улусов 13-25 ниже 0. В Янских 27-31 градуса мороза. На северо-западе 16-27 со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 8 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег.
Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Порывы ветра ожидаются до 12 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 5 градусов. Очень замечательная погода, потеплело, поэтому я думаю, это очень хорошая новость. Ведь впереди у нас выходные, а значит, есть возможность провести время со своими близкими на свежем воздухе. Но это все впереди, а сейчас я рада передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее блок новостей. Проехать в пограничную зону помогут госуслуги. Заявление на получение пропуска или разрешение на въезд в пограничную зону можно будет подать через портал госуслуги. Такой приказ ФСБ России, уточняющий порядок выдачи документов для въезда и прохода в пограничную зону, а также разрешение на ведение там хозяйственной деятельности, вступил в силу 24 октября. Заявление автоматически сформируется на основе информации, вводимой в поля интерактивной формы, размещенной на портале. Пропуск, разрешение или уведомление об отказе в их выдаче также придут в форме электронного документа. Их можно будет открыть в личном кабинете заявителя на госуслугах. Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. После вступления закона в силу его величина вырастет более чем на 16% и составит 22 440 рублей. Это позволит повысить зарплаты более чем 4 миллионам россиянам. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть работник получит на руки на 13% меньше изначальной суммы. Порядка 95% российских операторов связи планируют повысить тарифы в следующем году. Это следует из ежегодного опроса информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». Почти половина компаний собирается увеличить цены на мобильную связь на 10-15%. Около 22% компаний готовятся увеличить цены на 20% и более. Около четверти организаций отметили, что рост тарифов составит до 10%. Отмечается, что 66% участников опроса назвали нехватку необходимого оборудования и увеличение его стоимости основным фактором, влияющим на повышение цен на связь. Знание основ безопасности дорожного движения – один из важнейших навыков для каждого человека. В политехнической школе номер 2 сотрудники ГИБДД совместно с педагогами лаборатории безопасности провели беседы с учениками о правилах ПДД. Лекции для детей проводили по нескольким блокам – пешеходы, пассажиры и велосипедисты. После лекции детей ждала практическая часть, где они показали, насколько хорошо запомнили необходимые правила. Отмечается, что сотрудники ГИБДД постоянно проводят выезды в школы и детские сады, чтобы объяснить основные правила дорожного движения. Мы не только в городе Якутске выезжаем, мы ездим еще по улусам, по всей Якутии. Начиная, мы вот в Хандаге были. Почти каждый месяц у нас по 2 выезда, или по одному хотя бы. Ездим по улусам. И охват у нас, например, в том году у нас охват был 10 тысяч детей. Мы охватили за весь учебный год, начиная с 23 по 24 год, мы охватили 10 тысяч детей. В Якутию вернулась многодетная семья Соловьевых, которая стала одним из победителей всероссийского конкурса «Семья года». В аэропорту их встречали представители Минтруда и социального развития республики, а также ресурсного центра «Победа». Они выразили слова благодарности за представление Якутии на всероссийском конкурсе и пожелали новых свершений. Напомню, кочевая многодетная семья Василия и Елены Соловьевых из Момского района победила в номинации «Семья. Хранитель традиций». В тайге-то, чтобы в тайге прожить, это с утра, конечно, начиная с костра, начиная с воды, это каждый день, каждую минуту надо все равно быть чем-то занятым, чтобы не замерзнуть, чтобы еду себе приготовить. Вот. У всех свои обязанности, все заняты, потому что без этого и себя не прокормишь.
На календаре 25 октября. Сегодня отмечается Всемирный день макарон. Карбонара, лазанья, фетучини, лагман – это далеко не все блюда, главным ингредиентом которых являются макаронные изделия. В мире насчитывается более 1300 видов макаронных изделий и сотни способов их приготовления. Отличный повод сегодня приготовить на пятничный ужин, пусть не итальянскую пасту, ведь можно обратиться к русским рожкам, перьям и улиткам. Чем же еще отмечен этот день в календаре, узнаем далее. На календаре 25 октября – День таможенника Российской Федерации. По народному календарю в этот день отмечается память 3 святых мучеников – Прова, Тараха и Андроника. По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае. Так, если небо было звездным, на следующий год должен был уродиться горох. Яркие звезды предвещали морозы, тусклые – оттепель, а мигающие – перемену погоды. Если же видели падающую звезду, ждали ветров и сухого года. Этот день в истории 1854 произошло Балаклавское сражение, крупнейшая битва Крымской войны. 1922 в Советской России завершилась Гражданская война. 1924 образован Дом матери и ребенка, ныне Республиканский центр содействия семейному воспитанию. 1971 Тайвань исключен из состава ООН. 1990 состоялись съемки первого выпуска телеигры «Поле чудес». В этот день родились Мария Романова, российская императрица, жена Павла I, мать Александра I и Николая I. Иоганн Штраус, австрийский композитор и дирижер, король вальсов. Жорж Бизе, французский композитор. Глеб Успенский, русский писатель. Пабло Пикассо, испанский художник. Александр Егоров, советский военачальник, маршал Советского Союза. Галина Вишневская, советская и российская оперная певица, режиссер, педагог, народная артистка СССР. Ани Жерардо, французская актриса театра и кино. Тамара Семина, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Николай Молчанов, журналист, заслуженный работник Народного хозяйства Республики Саха-Якутия, отличник печати Республики Саха-Якутия, почетный работник связи Республики Саха-Якутия. Именины сегодня отмечают Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас и Федот. Всемирный день макарон, может, и подсказал кому-то из вас идею на пятничный ужин среди близких и родных, но мы позаботились еще и о напитке. Герой нашей следующей рубрики – это чай Саган Дайля. У него очень много названий. Это шаманский чай, бурятский женьшень, белое крыло, душистый багульник, рододендрон Адамса и так далее. В Сибири, на Алтае, в Монголии и Тибете о его воздействии на организм ходят легенды. Тибетские мудрецы утверждают, что отвар Саган Дайля продлевает жизнь, а в Бурятии этот чай традиционно пьют шаманы. Доброе утро, уважаемые телезрители! С вами Далер Горохов, и сегодня мы будем готовить вкусный, а главное полезный и бодрящий напиток. Состоять он будет из брусники, лимона, шиповника и саган-дейли, некая шаманская трава, и добавим гречишного меда. Так, нам нужен будет сотейник. Добавим 1 часть брусники. Добавим поровну также 1 часть шиповника. Шиповник очень полезный. Так, 3-й ингредиент у нас будет лимон. Лимон богат витамином С. И очень хорошо профилактирует ОРВИ. Так, разрежем лимон. Нам совсем чуть-чуть понадобится. 3 дольки, думаю, достаточно будет. Отправим это все в сотейник. Так, далее нам нужно будет добавить некую траву саган-дейля. В простонародье называется шаманская трава. Ею лечили многие болезни. Она обладает невероятными свойствами, очень сильно бодрит. Так что аккуратно не переусердствуйте с ним, потому что он бодрит не хуже крепкого кофе. Так, добавим буквально 2 щепотки.
на мой вкус, сагандайля, она будет напоминать немного персиковую воду. Поэтому добавим туда гречишного меда. Гречишный мед скрасит весь вкус, замкнет его, так скажем, и добавит витаминов. Так, отправляем это все доводить до кипения. Нужно просто поставить, залить водой, довести до кипения. Так, наш напиток уже приготовился, довели его до кипения. Так, возьмите на заметочку, пожалуйста, если появится белая пеночка, ничего страшного. Это сагандайля у нас, поэтому мы ее просто убираем, как в супе, и все будет прекрасно. Так, разольем это все в нашу чашечку. Сделаем это максимально аккуратно. Так, этот напиток будет прекрасным дополнением к нашим суровым холодам. Всем доброго дня! Перейдем к очень позитивной новости. Очередная победа в копилке у Якутии. Преподаватель музыки детской школы искусств номер 2 Якутска Владимир Индигирский одержал уверенную победу в общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель ДШИ-2024» по Дальневосточному федеральному округу. И сегодня он у нас в гостях. Здравствуйте, Владимир Петрович. Доброе утро, Дарья. Доброе утро, уважаемые телезрители, уважаемые родители мои. Очень такой позитивный настрой. Прям. Бесспорно. Вы сама заряжаете нас с утра прям. Спасибо большое. Мы знаем, что вы совсем недавно вернулись из города Хабаровска, приняв участие в таком очень престижном конкурсе. Давайте обо всем поэтапно. Вот как проходил данный конкурс? Это замечательный конкурс общероссийского уровня. Проходил в городе Хабаровске для таких талантливых преподавателей детских школ искусств по Дальневосточному федеральному округу. Это очень одаренные, талантливые, влюбленные в свою профессию преподаватели, вы понимаете? Поэтому конкурировать с ними это непросто. А проходил конкурсом в Государственном Хабаровском институте культуры и искусств. Наверное, наши выпускники, телезрители, многие там учились. Я видел на стенде гордость нашего института, имя Натальи Владимировны Базелевой, художественного руководителя Государственной филармонии имени Галины Кривошапко, и ректора Высшей школы музыки Надежды Михайловны Зайковой. Это так меня обрадовало, как бы такой знак такой, знаете, что, Володя, давай, стремись. Вот, но я считаю, что мое участие понравилось не только мне самому, оно понравилось всем. Потому что после третьего испытания они все влюбились в меня и уже сдали свои позиции. Я почти как бы был уже, чувствовал себя очень уверенно. Уверенно, да? Да. Ну вот тогда поговорим немножко об испытаниях, которые вы проходили. А какое из вас показалось вам самым сложным? Очень хороший вопрос, Дарья. Действительно, испытаний было много, но самым сложным это был открытый урок. Потому что приезжаешь из Якутии, с холодного края, попадаешь в совсем другой город, где солнце, где почти бабье лето, можно сказать, в октябре месяце. Вот все ухожено, люди приветливые, понимаете, как будто вот время Советского Союза сохранилось в этом городе. Все приветливые, все радуются. Ага, и вот попасть в этот... А сам конкурс проходил в детской школе искусств номер 1 города Хабаровска, а не самой в институте. Поэтому другие дети, другой менталитет, они привыкли к другому жесту, другому взгляду. И мне, человеку азиатского, сказать, взгляда, было, наверное, детям, которые никогда, может быть, и не видели такого учителя, было такое новое, долгое, такое, значит, тесное соприкосновение. Но надо было мне преодолеть, потому что время тоже ограничено урока. И я показал очень хорошо, достойно, и все это увидели эксперты, видимо, и сразу я как бы пошел вперед. Потому что я волновался за открытый урок, потому что это действительно преподавательский испытание для преподавателя, потому что по этому открытому уроку судят о преподавателе. Владимир Петрович, ну, очень интересно вы так рассказываете, да? Ну, а самое легкое тогда задание для вас какое было? О котором вы точно знали? Ерунда, пройду без проблем.
Ой, ну это, конечно, общение преподавателями, потому что люди с совсем другими взглядами, разных, значит, наклонностей друг другого, абсолютно менталитета. Они, значит, расспрашивают о Якутии, некоторые вообще не знают, некоторые даже вот хотят интересоваться нашим, значит, какими вот видами искусства и так далее. И они были очень удивлены, шокированы мной, что я вот так много знаю, так много еще даю им советы, чтобы они успокоились. Потому что они все очень волновались, а я как-то так чувствовал себя очень свободно. Комфортно, да? Хорошо. А кому мы благодарны вот в своей победе? Ой, очень хороший вопрос, Дарья. Я благодарен прежде всего, значит, нашей школе, моему директору Ирине Александровне Копцевой, которая меня мотивировала и сказала: Володя, мне кажется, что вы достойны этого уровня, потому что до этого она участвовала в конкурсе «Сельская музыкальная школа». И они стали лидерами, когда она еще работала в Максологе. Вот. И это, конечно, она мне очень здорово. Ну, когда руководитель, работодатель с тобой так хорошо, тепло общается и дает путевку. И, конечно, я так это воспрял. Вот. Ну и благодарен, конечно же, институту, нашему есть у нас институт геокультурного развития, который готовила документы наши. И прежде всего же первое испытание проходило это в Якутии, понимаете? Они проделали большую мониторинговую работу и вывели меня в лидеры. И после этого я поехал в окружной этап. Поэтому я им благодарен. Ну, конечно, я благодарен моим родителям, моим учащимся, надо сказать. Понимаете, я когда приехал из Хабаровска, чему я получил удовольствие, что мои дети, учащиеся, малыши, прибежали, обхватили мои колени и долго плакали, говорили, что они тосковали по мне, тосковали по хору. Ну, как после этого не разрыдаться? Да? Это же счастье, когда вот дети так тосковали во время моего отсутствия. Ну, это, наверное, то, к чему стремишься возвращаться, да, то, чем живешь. Владимир Петрович, Дальний Восток одержали победу. Да. Далее какой путь нас ожидает? Теперь я жду приглашения в Москву. Вот все победители всех округов уже, понимаю, нашей любимой отчизны, поедут, вот соберемся все в Москве. И там, конечно, уже будет абсолютно другое испытание. Мы готовимся. Мы люди сибиряки, мы северный народ. Мы мороза не боимся. Чего нам Москву-то бояться? Все верно. Владимир Петрович, ну мы знаем вас как прекрасного преподавателя, мелодиста, певца, журналиста, музыканта, обозревателя культуры и искусства. Можно перечислять еще много-много всего. Но теперь мы вас знаем как лучшего преподавателя ДШИ по дальневосточному региону. Да. То есть еще один титул добавился в вашу копилочку, еще одна регалия, да? Это, конечно, очень так важно, и мы, несомненно, уверены, что и на следующем этапе, на следующем уровне вы покажете себя и покажете то, насколько важна для вас ваша работа. Я благодарю студию «Доброе утро» и вас, Дарья, за то, что пригласили меня на этот интересный разговор. Я думаю, это было очень интересно. А вот мне еще один вопрос остался. А как Опа. вы выбрали профессию? Или профессия выбрала вас? И то, и другое. Потому что я с детства полюбил музыку благодаря нашим якутским артистам, которые приезжали в далекий Абый, поселок Дружина Абыйского лоса, и пели песни. И я влюбился в это творчество. Все. Этим все сказано. Все. Да. Спасибо вам большое за очень такое позитивное утреннее настроение. Мы желаем вам успехов, удачи и возвращайтесь с еще одной победой. Мы будем рады видеть вас. Спасибо. Спасибо. Я очень хочу встретиться с тобой, Дарья. Хорошо. А сейчас перенесемся в город Владивосток, где у телеканала «Якутия-24» есть свой филиал. Да-да, вы не ослышались. Наши коллеги работают не только в разных уголках любимой республики, но и в крупных городах нашей страны. Во Владивостоке растет количество интересных мест для посещения с каждым днем. Для любителей активного отдыха на свежем воздухе и любителей приморской природы открыли Нагорный парк. Это отличное место для детей, студентов, туристов и жителей города. Подробнее об этом расскажет Лиана Михайлова. Нагорный парк – это парк культуры и отдыха, который открылся совсем недавно, в 2022 году. Отсюда открывается прекрасный вид на Золотой Рог, а также на остров Русский и весь город Владивосток. Нагорный парк назван так не случайно, так как его территория находится на сопке Тюменская, буквально на горе.
Нагорный парк в Владивостоке становится настоящей жемчужиной города, привлекая как местных жителей, так и туристов. Здесь город просматривается как на ладони. Сам путь к вершине Нагорного парка не менее интересен. На пути можно зайти в грот с аудиоисториями. Здесь можно найти уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны для активного отдыха. Мы из города Спасска Дальнего, Приморский край, Центр образования «Интеллект». Приехали на экскурсию по Арсеньевской карте, 2 класс и 6 класс. Нагорный парк, ребята, вам понравился? Да! Нагорный парк замечательный, смотровая площадка, но теперь ждем, когда достроят смотровую площадку, чтобы можно было прям выходить поближе и порискованнее. Кроме того, парк активно участвует в культурной жизни города, предлагая разнообразные мероприятия и фестивали, которые способствуют развитию местного сообщества. Жители Владивостока ценят его пространство за его гармонию с природой и возможность провести время на свежем воздухе. Это замечательный парк, замечательное место отдыха. Посмотрите, какая красота за нами, как видно море, как видно мост, как видно все наши владивостокские красоты. С детьми часто приезжаю гулять, тут закаты очень красивые. Тут идешь внизу, покупаешь пиццу и приходишь, смотришь на морешко. Нагорный парк не только украшает город, но и становится центром притяжения для всех, кто стремится к активному образу жизни и хочет насладиться красотой приморской природы. Лиана Михайлова, Владивосток. Как же тепло в Владивостоке. Так приятно видеть счастливых людей, которые занимаются различными активностями в парке. Я уверена, что приморцы с удовольствием проводят и утренние зарядки на свежем воздухе. У нас, к сожалению, такой возможности уже нет. Но сделать упражнения дома вместе с утром Якутии – это уже добрая, а самое главное, очень полезная традиция. Доброе утро, республика! Меня зовут Евгения. Это мои ученицы клуба «Бриллианты Туймады». Давайте начнем этот день вместе с нами с нашей небольшой разминки. Руки на пояс, наклон, вперед. Туловище раз наклонились, 2, 3 назад, 4 в сторону, 5, 6, держим спину прямо, 7, 8, повторим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Круговые движения тазом. Начинаем. 1. Хороший большой круг. 2, 3, 4. В другую сторону. 5, 6, 7, 8. Приготовили ручки, наклон вперед с касанием стопы, середина пола и левой стопы. Можно 1, 2, 3, выросли, 4, левая стопа, 1, середина, правая стопа, выросли, повторим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ножки вместе собрали. Руки ставим на коленочки, круговые движения коленями. 1, 2, 3, 4 и 5 влево, 6, 7, 8. Замечательно. Садимся на пол. Вытягиваем ножки вперед. Тянем стопы на себя. 1 и 2 натянули. 3. Максимально. И 5, и 6, и 7, и 8. Ноги на ширине плеч. Круговые движения. 1, 2, 3, 4. В обратную 5, 6, 7, 8. Сделаем складочку. Ножки вместе. Ушли в складочку. 1, потянулись. 2, 3 дышим, 4, 5, 6, 7, выросли, 8. Разворачиваемся, ложимся на спинку. Приступаем к упражнению ягодичный мостик. Руки вдоль туловища, ноги на ширине плеч. Поднимаем таз в максимально высокую точку. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 дожимаем и 8. Кладем правую стопу на коленку, левую коленку, растягиваем пах, разворачивая правую коленку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Смена ноги. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На этом у нас все. Повторяйте этот комплекс и будьте здоровы. На очереди полезный совет для тех, кто свое утро начинает не с зарядки, чашечки кофе или завтрака, а на улице со своим питомцем. Многим владельцам собак при выгуле приходится сталкиваться с тем, что лучший друг человека собака тянет поводок. И вроде тянуть в обратную сторону не хочется из-за страха навредить питомцу, но в то же время хочется выдержать скорость и силу четвероногого любимца. Далее мы расскажем, как же научить свою собаку не тянуть поводок. Доброе утро, уважаемые любители животных! Сегодня мы продолжаем цикл упражнений с собачками и разберем такое упражнение, как научить собачку не тянуть поводок. У большинства у вас проблема, что как только мы выходим на прогулку, собака начинает куда-то тянуть, куда-то рваться. Проблема в том, что если собака поводок натягивает, вы продолжаете идти за собакой. Что в голове у собаки создается? Какая ассоциация? Я натягиваю поводок, за мной идет хозяин, значит, продолжай тянуть. Вот чтобы научить не тянуть, собака натянула поводок, мы туда не идем. Делается это следующим образом. Гуляй. Вот собака натянула поводок, я останавливаюсь и жду. Как только поводок расслабился, иду в другую сторону. Вот пока у меня расслаблен поводок, я гуляю. Как только поводок натянулся, я сразу же останавливаюсь и жду, пока она либо обратит на меня внимание, могу издать любой легкий звук. Собака обратила внимание, поводок провис, идем гуляем. Гуляй. Поводок натянулся, останавливаюсь. Это мягкий способ. Способ пожестче. Поводок натянулся, делаем пару резких рывков. Это замечание собаки, которое привлекает внимание. Могу сказать, эй-эй. Собачка обратила внимание, поводок провис. Я говорю, да, молодец, пошли гулять. Гуляй. Для щенка, для маленького, можно замечание даже не делать, а просто стоять и ждать, пока поводочек расслабится, пока собачка на вас обратит внимание. То есть вы можете закрепить едой. Вот мы идем гулять. Гуляй. Гуляй. Нет. Да. Молодец. Супер. Сейчас я сделала рывочки, то есть это замечание собаки маленькому щенку без всяких замечаний. Гуляй. Просто стоите и ждете, пока он обратит на вас внимание. Гуляй. Да, первые дня 3-4 вам придется ждать. И ждать достаточно долго. Но когда ассоциация в голове у собаки сложится, она очень быстро будет понимать, что поводочек натянула, надо расслабить. Далее блок новостей. В России объем выданных ипотек в третьем квартале сократился почти на 50%. Всего за этот период было оформлено более 245 тысяч таких кредитов на более чем 1 триллион рублей, сообщили в Объединенном кредитном бюро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и объем выдач сократились на 61%. С июля по сентябрь прошлого года банки выдали более 621 тысячи ипотечных кредитов на 2,61 триллиона рублей. Суммарный объем реализуемых в Арктике инвестпроектов превысил 30 триллионов рублей. Об этом сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков на стратегической сессии по вопросам развития арктической зоны России. Главным вызовом, на который мы отвечали на первом этапе, стало повышение предпринимательской привлекательности Арктики. С 2020 года удалось создать уникальные условия для ведения бизнеса, приводятся слова Чекункова. В результате будет создана новая доходная база для экономики России на десятилетия вперед. В Арктику вложено 568 миллиардов рублей частных инвестиций. Введено в эксплуатацию 242 предприятия, создано 16 тысяч рабочих мест.
В железных дорогах Якутии сообщили об успешном завершении текущей фазы северного завоза. За 9 месяцев этого года на станции Нижний Бестяг переработано более 1,3 миллионов тонн грузов. За 9 месяцев этого года на станции Нижний Бестяг для потребителей республики переработано порядка 1,3 тонн грузов, что на 11% выше уровня прошлого года. Такая динамика роста касается всех основных номенклатур – топливно-энергетических, строительных, грузов, контейнерах. В октябре этого года темпы подвода к станции и выгрузки вагонов также выше уровня прошлого года на 29%. 339 членов семей участников СВО получили социальную реабилитацию, из них 205 детей и 134 взрослых. В Республиканском центре реабилитации детей с ограниченными возможностями детей получают гидрованны, бесконтактный массаж, лечебные фиточаи. Также взрослые прошли психологические консультации. Центр отвечает всем стандартам современного санатория и имеет богатую материальную и техническую базу. 5-разовое питание для детей и 3-разовое питание для взрослых. Это родители или законные представители. В законных представителях приезжают или родители самого участника специальной военной операции. Но также и бывают приехавшие в отпуск участники специальной военной операции. После комплексной диагностики у нас детям назначаются маршрут реабилитации по развитию ребенка. В Якутии диспансеризацию, которая проводится среди взрослого населения бесплатно по национальному проекту здравоохранения, прошли около 194 тысяч человек. На второй этап направили около 44 тысяч. В первый этап входят осмотр, анкетирование, опрос, антропометрия, измерение артериального давления и забор анализов. После него и при выявлении в анализах отклонения от нормы пациентов направляют на второй этап, включающий консультации узких специалистов и дополнительные исследования. По результатам обследований врачами впервые выявлено 4864 случая заболеваний. Игры Манчары 2029 года предложили провести в Хангаласском Улусе. Состоялось голосование членов коллегии Минспорта Якутии. Окончательное решение о кандидатуре остается за главой Якутии Айсеном Николаевым. Напомним, игры Манчары 2025 года планируют провести в Татинском Улусе. В селе Тыкёль общее количество участников финальной части составит около 7 тысяч человек. К этому часу это все новости. Хорошего продолжения дня. Сегодня 90 лет исполняется выдающемуся журналисту, ветерану якутского телевидения, члену Союза журналистов Советского Союза и Российской Федерации с 1970 года, краеведу Елене Андреевне Лебедкиной, с чем мы ее сердечно поздравляем и хотим вам показать сюжет о ней. Елена Андреевна Лебедкина по профессии филолог. Она работала в Институте усовершенствования учителей. Когда я работала в институте, я создала программу на якутском языке для якутской 8-летней школы по пению и музыке. Эта программа была апробирована в Академии педнаук СССР. Мне помогала действительный член Академии наук СССР Шацкая. И вот эта программа, она написана на нашем родном языке. Тут, значит, есть обучение музыкальной грамоте, певческий материал и слушание музыки. Когда Елена Андреевна пришла на работу в Гостелерадио, она была уже опытным методистом. В то время не было типовых школ, особенно в сельских районах. Не было кабинетной системы обучения и не было лабораторий. Обучение было построено на языковой форме. Учебники пересказывали учителя. Поэтому ребятам было очень сложно поступать в высшие учебные заведения. И Елена Андреевна решила создать многолетние программы, чтобы дети с 1 по 10 классы не отставали от детей других регионов и смогли получить достойное образование. Поэтому я создала учебные классы прямо в студии. На базе школы номер 1 Слепцова Мария Серафимовна и Жатайской школы Иванов Алексей Кузьмич. Они, значит, у меня стали ведущими учителями. Цикл назывался «За страницами ваших учебников». Председатель Гостелерадио СССР Сергей Георгиевич Лапин.
И вот он однажды, значит, на совещании, значит, отметил. Говорит, товарищи, интересно, у нас учебная программа проводит очень интересно Ленинградская студия телевидения, и почему-то учебные программы в далекой Якутии. Это была большая оценка вот нашей работы. Елена Андреевна – человек, достигший больших профессиональных успехов в журналистике. Она первая женщина-тележурналист из народа Саха. Первая из якутских тележурналистов вышла на большой всесоюзный экран с авторской телепередачей «Радость тундры». В 1983 году меня пригласили в Москву с авторской передачей по первой программе Центрального телевидения. Я поехала с ребятами из Момского района. Вдруг приехали вот такие вот ребята из национальной далекой республики и так хорошо выступили. Вот эту программу должна была вести Леонтьева. В результате вот нашего общего знакомства они сказали, что передачу пусть ведет Лебедкина. И это было так неожиданно, потому что обычно в то время существовал дикторский корпус, и причем мощный, и редакторы в эфир не выходили. За годы работы в Гостелерадио Елена Андреевна приобрела очень большой опыт, и она решила создать свою авторскую школу, которая работала по ее методике, и 8 специальных предметов она преподавала сама. Авторскую школу я назвала «Юный журналист». И эта школа проработала где-то неполных 12 лет. И каждый год посещали эту школу 250 ребятишек с 1 класса по 11. Несмотря на почтенный возраст, Елена Андреевна до сих пор пишет книги и читает лекции. Вот мои книги, которые я вот написала в последние годы. Так? Это вот «В памяти веков», «Учитель моей судьбе», «Он жил для людей». Вот эту книгу, монографию «Древний род Халантулаган» мне заказал Верхневилюйский улус. А вот эту книгу тоже выпустили мои земляки, верхневилюйцы. Вот так судьба одного человека может повлиять на судьбы тысячи людей и дать им возможность раскрыть свои таланты и обрести счастье. Аэлита Стручкова, Георгий Григорьев, Якутск. Елена Андреевна, редакция программы «Утро Якутии» от всей души поздравляет вас с этой замечательной юбилейной датой. Здоровья вам, счастья и всего самого наилучшего. Это действительно уникальный человек с интересной судьбой и преданностью своему делу. Такие люди – это настоящая гордость и достояние республики. И таких примеров у нас немало. В рубрике «Музейный гид» мы насладимся творчеством талантливого художника, графика и живописца Туяры Шапошниковой. В искусстве современного художника-графика Туяры Ефимовны Шапошниковой сложился по-новому народный эпос и мифотворчество якутского народа. В своих произведениях она прежде всего опирается на рукотворное наследие своих предков, на изделия из бересты, из кости, табакерки. И ее мир сложился в итоге очень красочный и реальный, декоративный, с богатым сюжетом и орнаментальным искусством. В 2000 году Туяра Ефимовна обращается к сюжетам устного исторического наследия своего народа, к Илиаде, о первопредках якутов. В эту известную серию вошел лист «Дом Амагоя». Согласно легенде, у Амагоя были 2 дочери, которым сватался молодой, красивый юноша Иляй. И, вопреки желанию отца, Иляй выбирает нелюбимую дочь Амагоя. Разъяренный отец в гневе прогоняет молодоженов из дома и дает в приданное им только худую, тощенькую корову. Литография условно делится на 3 части, на 3 мира. Туяра Шапошникова в верхней части изобразила балаган, якутское жилище. И рядом стоит дочь Амагоя, которая в отчаянии подняла
руки вверх. В средней части располагаются все элементы якутской культуры. Коновязь, серге, изгородь якутская и фигурки лошадей. В нижней части располагаются ураса, летнее жилище якутов, тощенькая корова, которую Амагой-бай отдал молодоженам как приданное, и рядом стоит фигурка дочери Амагоя, которую выбрал Иляй себе в жены. Край листа у художницы соотнесен с краем мира. Именно поэтому она находится в самом низу у края. И обратите внимание, чем она занимается. Она пахтает. Действие девушки носит глубокий смысл. Оно сравнивается с брачной символикой. Процесс пахтания кумыса в мифах тюркских народов означает сотворение мира. Холодные цветовые оттенки листа олицетворяют образ самого Амагой-бая, приверженца патриархальных взглядов, консерватора. Он противопоставлен Эляю, новатору, олицетворяющему новую счастливую жизнь. Также темные оттенки напоминают нам о драматичности древнего сюжета. Девушка, которую отверг Иляй, с тоски наложила на себя руки, а его жена, которую выбрал Иляй, родила ему 5 сыновей, от которых, согласно легенде, произошли новые 5 якутских родов. – 27 октября отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. Около 150 лет прошло с момента появления первых в истории человечества приборов для записи и воспроизведения звука. И сегодня у нас в гостях Альбина Степановна Данилова, ведущий археограф Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Альбина Степановна, доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, примите наши поздравления с наступающим праздником. И мы знаем, что Национальный центр аудиовизуального наследия народов республики – это единственный на дальневосточном регионе такой вот подобный центр. Да. Вот расскажите немножечко, чем сегодня живет ваш центр. Вы знаете, вопрос звучит риторически, поэтому я буду лаконична. В будние дни обычно, вот сегодня наш коллектив живет в стабильном, творческом, поисково-исследовательском режиме. Как-то такое плановое созидание всегда присутствует. А вот в такие дни, вот праздничные, когда идет декада, посвященная Всемирному дню аудиовизуального наследия, вы заметили, как пресса пестрит нашими публикациями, встречи, конференции, презентации, кинопоказы. Это все делается с целью привлечь внимание общественности. Мы работаем с удвоенной энергией, зная о том, что нам воздастся, будет всплеск общественного внимания к нашей организации. Также возрастет фонд, и, как говорится, люди потянутся к нам. Хорошо. Как часто обращаются к вам? И насколько сегодня вообще развита культура современного человека в плане аудиовизуального наследия? Да, вот если понаблюдать, последние годы этот градус повысился. И вот так называемой аудиовизуальной культуры современного человека. Дело в том, что ведь все, что мы видим, все, что мы слышим, это есть информационное поле, которое сами же мы создаем. Мы можем видеть и слышать даже нетленные кадры, которые видим на экране, которые сами же открываем и сами показываем, делимся. И в этом плане действительно народ стал бережнее относиться к тому, что было. И, вы знаете, в прошлом году мы провели День открытых дверей, свой профессиональный праздник, немало удивились тому факту, бесконечный поток наших жителей. Благо, что мы обрели новое здание уже тогда. И
в центре города, на Курашова 46, и народ просто шел нескончаемым потоком. Люди несли с собой в кассетах самое сокровенное. И вы знаете, вот это были и любительские, и профессиональные работы. И из огромного такого потока, ну, львиная часть, большая часть попала именно в фонд и зарегистрирована в государственный фонд. Но вот какого содержания чаще всего приносят материалы? И как часто вообще получается найти что-то уникальное? Вы знаете, вот как говорят, самородки попадаются редко, да, но все-таки вот в огромном этом потоке моря можно найти крупицы золота. Дело в том, что это не только как такой фактор везения, это результат работы наших архивистов, специалистов по комплектованию. И я считаю, что вот удачи этого года в целом зависит именно от их усилий. Вот смотрите, вот это золотой фонд, именной фонд Василия Кустуктура. Все знаете, известный был фотохроникер, фотокинохроникер. Это 10-минутный фильм «Эссе Хванге» 1944 года. Вот, мы видим сейчас эти уникальные кадры, Да. действительно. Вы знаете, вот это сейчас вот кадры идут, где идет обсуждение, презентация фильма в Арктическом институте. Вот модератором был Андрей Исаевич Борисов. А до этого самыми первыми увидеть эти кадры удостоились жители Амги. Потому что они же и герои, и они узнавали своих родственников, своих земляков. Во время эссе Халанхо тогда вот в презентации участвовал глава Якутии Асен Николаев. А затем уже в сентябре вот, проходила презентация в Якутске. Дело в том, что в ней участвовали все наши консультанты, более 12 ученых, историков, этнографов, которые внесли, как говорится, свою лепту в экспертизу этого материала. Очень такие уникальные кадры, поистину уникальные кадры. Посмотрите, сколько эмоций, да? И как здорово, что была возможность все-таки сохранить эти кадры, да? И сегодня Да, мы... я вот хотела бы рассказать историю, как это произошло. Это не просто с неба упало, как говорится, да? Дело в том, что, я позже расскажу, это вот сейчас мы видим кадры в среду, 23 октября, в медиацентре Сахамедиа прошла презентация кинодокументов «Якутия 1950-е и 60-е» из семейного архива заслуженного архитектора России, путешественника, талантливого художника, спортсмена Эдуарда Петровича Путинцева. Вел презентацию министр культуры и духовного развития Афанасий Ноев. А вот его сын Эдуарда Путинцева, тоже архитектор и тоже художник. Вот видите, талант передается по наследию, и он продолжатель этого дела. Кстати, он... Там тоже такая история. Сначала была выставка его работ, потом наше министерство и специалисты нашего центра вышли на его сына, и он передал в дар вот эту великолепную коллекцию. Вот, кстати, на презентации присутствовали журналисты, спортивная общественность города, потому что вот здесь, видите, уникальные кадры первой спартакиады народов Якутии 1956 года. Посмотрите, как они замечательно сохранились. И тут надо... Вы посмотрите на этих спортсменов того времени, да? И вообще это насколько масштабно было. И насколько, практически дети Азии. Да, а какие декорации-то, посмотрите, несут они на себе. Богато. Да? И вот вы еще увидите, там будут кадры, 3 самолета Ан-2. Да? Да. На себе несут их. Да, просто. сейчас у нас даже проблемы, в общем-то, это очень... Да. И вот Константин Путинцев, он продолжатель дела отца, и он вот подарил нам такую коллекцию в хорошем состоянии. В хорошем состоянии, да. А вот мы знаем, что проводится конкурс «Кинолетопись Якутии». Можно, пожалуйста, о ней поподробнее, да, и вообще по каким критериям выбирают победителя? Республиканский конкурс «Кинолетопись Якутии», он проходит с 1998 года. И всегда при поддержке Министерства культуры и духовного развития республики. Ежегодно в архив учреждений поступает вот такой большой массив. И
проектов, и участником может быть каждый, и профессионал, и любитель. Естественно, критерии такие. Это не кинофестиваль, там не учитываются там художественные какие-то моменты, а вот такие критерии. Самый старый фильм, самый эксклюзивный какой-то материал, не похожий ни на какой, самое большое количество сданных материалов. Вот, ну, естественно, все равно художественные какие-то критерии, тоже качество Альбина материала. Степановна, спасибо большое за то, что посетили наш эфир. У вас есть возможность поздравить своих коллег сегодня с республиканского телевидения. Ну, дорогие коллеги, а также дорогие телезрители и наши потенциальные зрители, поздравляем с этим днем. Давайте будем созидать, делать историю вместе. Спасибо большое. Мы присоединяемся к этим поздравлениям. Желаем вам, конечно же, в первую очередь творческого вдохновения, а также вот побольше интересного материала, с чем можно работать, да. Ну и благодарим вас за то, что храните и бережете те самые уникальные кадры, уникальный архив, который потом достанется нашему поколению. Спасибо большое. Вот таким интересным сегодня праздничным был эфир программы «Утро Якутии». Мы благодарим всех наших телезрителей, кто провел этот час вместе с нами. Неделя подошла к концу. Хороших вам выходных, прекрасного настроения. Увидимся уже в понедельник на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Как всегда, мы будем рады приветствовать вас, рассказать вам все самое интересное, ну и, конечно, пригласим интересных гостей в нашу студию. До новых встреч!